Сделав еще несколько шагов веры, я передам в ваши руки ответ на ту нужду, о которой вы так плакали. Решение ваших проблем очень близко. Чувство безопасности овладеет вами, оставив вас легкими, как птица с желанием летать высоко. Вам больше не захочется тусоваться с людьми, которые постоянно над вами смеются. Вы больше не будете продолжать пытаться угодить всем. Первое место в твоей жизни и в твоем сердце будет принадлежать мне. С сегодняшнего дня так будет, и если вы принимаете унижение людей, вы умаляете ценность, которую я вам дал. Не нужно искать конфликты против кого-либо. Не нужно кричать в ответ. Я лишь прошу вас ограничить тех людей, которые играют вашими эмоциями и попирают ваше счастье. Я дал вам дух любви, силы, самообладания, мудрости и мужества. Ваше сердце не раб страха, его никогда не одолеет трусость. Они знают, что вы разные и у вас есть что-то особенное. Они хотят быть похожими на тебя, но не могут. Я предложил свою любовь и благословение, но они отвергли меня. Я дал слово, и они приняли собственное решение. Пока вы упорствуете на пути заблуждения, вы идете по пути истины и получаете много благословений. Но они сталкиваются с бездной печали и разрушения. Необходимо продолжать идти по этому священному пути, не оглядываясь по сторонам, не делая шагов назад. Поэтому я позволяю вам видеть только то, что находится перед вами. Не оглядывайся на прошлое, меня это волнует. Обратитесь к будущему. Расскажи мне все планы, которые у тебя есть. Ищите моего слова и каждый день преклоняйте колени, чтобы получить мои наставления, и отныне будут приходить только чудеса и триумфы. Жизнь нелегка, будет и борьба, но моя любовь покрывает тебя, и моя сила всегда помогает тебе. Когда возникают проблемы, не бойтесь. Продолжайте, победа за вами. Отвечайте доброжелательно тем, кто противостоит вам. Не позволяйте им ставить вас под сомнение. Те, кто живет в поражении, оказались в такой ситуации по собственному решению. Я не приказывал наказывать их и не заставлял их платить за ошибку. Они отдалили меня от своих сердец, и теперь им некому направлять их. Они стремятся обескуражить других. Обратите внимание на то, кого вы слушаете. Я желаю, чтобы ваша вера не исчезла, чтобы вы не утратили из виду то, кем вы являетесь на самом деле. Я дал тебе жизнь и счастье, я восстановил твою цель, я наполнил тебя миром, я заставил твою мудрость вырасти. Я просил вас сосредоточиться на себе и своей семье. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя огорченными, пытаясь угодить миру, бегая из одного места в другое, полное забот, живя жизнью, которую навязывают другие. Мне плохо, если люди тебя не принимают, если кто-то тебя раздражает. Остановись на минутку и дай мне шанс поработать над твоим характером. Не реагируйте сразу, когда кто-то вас оскорбляет или кричит на вас, крадя ваш покой. И когда вы отвечаете, делайте это с добротой. Ответ любви может тронуть даже самое жестокое сердце. Позвольте моему Святому Духу говорить вашими устами.
Многие растеряны, живут в постоянной суматохе и вымещают свое разочарование на вас. Они видят ваше поле чистым и ухоженным, вы – отражение спокойствия, и у вас безмятежный характер. Они будут пытаться спровоцировать тебя, пока ты не потеряешь контроль, но им это не удастся, потому что я твой Бог и царь твоего сердца. Я скажу вам, что ответить, запомните хорошенько эти слова. Мирный ответ обезоруживает ярость жестоких. Вы будете удивлены эффектом, когда они поймут, насколько сильно изменился ваш персонаж. Они больше не увидят вас грустным, взволнованным, подавленным или злым. Твое лицо будет зеркалом моей святости. И из твоих уст польются слова, ласкающие и исцеляющие душу. Ваши решения мудры, ваши плоды превосходны. Те, кто сбился с пути, также будут жаждать перемен и придут просить вас. Скажите им правду, вы отдали свою жизнь, и все ваше существо изменилось. Это один из величайших даров, чудесное благословение. На подходе еще больше чудес, ничто не может их остановить. Пусть твои глаза всегда смотрят вперед. Приходи каждый день, вставай на колени и передай свои пути в мои руки. Я открою двери успеха и счастья. Питайтесь этим священным и могущественным словом ежедневно. С великой верой благодарите за все чудеса, которые грядут. Я тебя люблю. Никогда не забывай, я действительно люблю тебя. Мы восхищаемся вашим мужеством и верой, которую вы демонстрируете по сей день. Это наполняет меня радостью, потому что я твой отец, и поскольку ты мой сын, моя дочь, ты на правильном пути. Поздравляю! Слушать мое слово и проводить время в молитве – это нечто необычайное. Принесите пользу своей душе, принесите мир в свой дом, укрепите свое сердце и гарантируйте жизнь, полную бесконечных побед и благ. Правда, возникнут драки, завистливый враг убежит от вашей настойчивости, но иногда он возвращается, чтобы бросить вам вызов. Не бойтесь, не унывайте. Огорчения всегда будут существовать в этом мире, но моя любовь и мое присутствие всегда рядом с тобой. Позвони мне с уверенностью, я здесь. Я дам вам то, что вам нужно, и многое другое, но сначала продолжайте приобретать мудрость и весь интеллект, необходимый для того, чтобы заботиться и управлять тем, что я вам даю. Чтобы ты закрыл двери перед пожирателем и не переживал заново прошлые времена, когда ты потерял все, что я дал, оставь это позади. Извлеките уроки из опыта и уроков, которые оставил вам тот горький момент. Теперь вытяните руку вперед, идите шаг за шагом твердо и настойчиво, не торопитесь. Иди со мной с миром, не боясь того, что будет пока. Ты знаешь, что, поскольку ты покаялся в своих злых путях, я простил тебя, я забыл твои ошибки, и мой Святой Дух живет в тебе. Ты руководствуешься моей любовью и будешь вести к цели, где ты получишь свою награду. Вы поверили в меня, вы и ваша семья будете благословлены. Поделитесь моим словом, утешите обеспокоенное сердце и наблюдайте, как небеса открываются, наполняя вас здоровьем и счастьем, знаниями и решимостью. Эта сила и это божественное прикосновение, наполняющее вас силой, это награда,
которую я даю тем, кто служит мне. Я безмерно люблю тебя и рад видеть, как далеко ты продвинулся. Я наблюдаю за вашей верой и вашим желанием двигаться вперед, и смотрите, я тоже плачу от счастья вместе с вами. Скоро ты достигнешь больших расстояний, ты откроешь чудеса, которые я сотворю в твоей жизни и в жизни твоей семьи. В идеальное время вы достигнете благословения, мира и истинного процветания. Я понимаю тебя, моя дорогая дочь, мой дорогой сын, я понимаю тебя глубоко. Просто положи голову мне на плечо и позволь слезам течь. Они мне дороги, потому что я собираю их в свои руки, и когда пройдет буря, этими же слезами, которые пролила ты, я покажу тебе, как сильно я тебя люблю. Мы с вами будем рассказывать им одну за другой, причину за причиной. Давайте вспомним, почему вы плакали, и когда тучи рассеются, вы увидите, что ни ваших конфликтов, ни ваших врагов больше не будет, их больше нет. Я уничтожил их, я положил им конец. Я видел, как они тебя обидели и вмешались, убежали, но моего взгляда было достаточно. Их отправили в пропасть. Посмотрите, как теперь сияют ваши слезы, превратившись в прекрасные благословения. Плачьте, когда чувствуете нужду, потому что многие из ваших слез упадут на землю, а другие поднимутся к небесам. От тех, кто падает, вы пожнете изобилие и силу вместо страданий, а те, кто достиг меня, превратятся в потоки благодати. Оставайся здесь, я не позволю тебе уйти, пока у тебя не будет необходимой безопасности. Ты не можешь так смотреть на мир, уже день, и если ты продолжишь нести эту печаль, тебе будет плохо. Лучше слушать меня до тех пор, пока твой ум не прояснится и когда ты не поймешь, что освободился от груза, который несешь на своих плечах. И аромат моего присутствия касается твоей души. Скажи мне, я оценю силу твоей веры, и если ты готов встретиться с жизнью, я скажу тебе, потому что я хочу, чтобы у тебя там все прошло чудесно хорошо. Приходи завтра, мне нужно еще многое тебе показать. Я дарую вам чувствительность и готовлю вас к духовной миссии. Окружающие вас замечают и видят. Я благословлю всех тех, кто поддерживает его семью и друзей, но тем, кто выступает против него, придется пойти другим путем. Ваши эмоции заживут, ваши раны исчезнут. Послушай меня и продолжай слушать меня. Примите слово, которое я предлагаю вам каждое утро. Вы почувствуете себя лучше, ваши слезы прекратятся, и если вы продолжите плакать, это будет счастье. Если вы чувствуете мой покой, вы получаете исцеление. Оставайся здесь, привязанный к моим ногам, получай все больше и больше. Сегодня в вашей семье начинается мощное чудо. В этот самый момент, когда ты слушаешь меня, ты получаешь мою силу и мою любовь. Я начинаю с тебя, и я хочу тебя укрепить. Что же, через ваши губы, ваши руки, ваш взгляд, ваш характер, ваш образ жизни вы станете священным инструментом для того, чтобы это прекрасное чудо произошло. Ты чрезвычайно важен для меня, и я всегда горячо говорю тебе, что люблю тебя, и горячо надеюсь, что ты передашь ту же любовь тем, кто о тебе заботится. Они взывают о помощи,
и вы с непоколебимой верой являетесь их светом. Скажите им сегодня со всей силой своего сердца, что вы их любите. Заставьте их почувствовать, что вы понимаете их с каждым вздохом. Подойдите ближе, возложите свои благословенные руки на их головы, горячо помолитесь за них. Посвятите всю свою любовь, ресурсы и время особенно тем, кого вы любите, тем, с кем вы делите свой дом. Вспомните своих родителей, своих родственников, тех, кто ушел из-за прошлых обид. Простите их и позвоните им, предложив теплую, любящую заботу. Вы увидите, как ваша семья процветает, благословляется и живет в сладкой гармонии, пожиная великолепные плоды вашей горячей молитвы и усердных усилий. Накормите его после бурного дня, ведь это единственное место, где можно найти настоящую и искреннюю привязанность. Будут моменты, когда вам нужно будет исправить кривые пути, которые они ведут, показывая им правильное направление. Если они ценят вашу любовь, они примут ваше руководство, но если нет, возвысьте его. Я формирую ваше сердце, и однажды вы проснетесь, признаете свои ошибки, и я выпрямлю ваши кривые пути. Когда возникают семейные проблемы, ищите меня в горячей молитве и не питайте гнева или разочарования. Эти негативные эмоции для тех, кто меня не знает. Для каждой вашей проблемы у меня есть решение, на каждый ваш вопрос у меня есть ответ. Я облегчение ваших забот. Попроси у меня силы немедленно, когда возникнет искушение возвысить свой голос, чтобы мой Святой Дух, обитающий в твоем сердце, не обиделся. Прибеги ко мне, когда твои силы иссякнут, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Когда тебе понадобится плечо, на которое можно опереться, я буду рядом с тобой, протягивая руку. Во всем буду вести тебя с любовью, окружу безопасностью. Ваш дом станет оазисом мира, изобилия счастья, удовлетворения и огромного обеспечения. Для меня нет невозможных вещей. Давай, любимый сынок, сегодня новый рассвет. Сегодня на вас снизойдут великие благословения. И никогда не забывайте, я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Я ваш поставщик, все, что вам нужно, скоро прибудет. Я ваш целитель, окружаю вас своей любовью и предлагаю вам здоровье. Я твой защитник, своими крыльями я укрою тебя, и под покоем моей тени ты непременно будешь. Мое слово верно, мои обещания непогрешимы. Все, что я тебе сказал, все чудесные обещания, которые я дал тебе, исполнятся, сбудутся. Потому что я Бог, и мое слово верно. Я держу то, что обещаю. Я поведу тебя за руку по пути, который я выбрал в каждый момент, в каждой ситуации. Я с вами, в какой бы сложной ситуации вы ни оказались, даже если вы думаете, что чудо недостижимо. Доверься мне всей душой, сообщи мне свои планы на каждый день. Поставьте меня в центр своих проектов, и я всегда буду рядом и помогу вам. Я показывал свою любовь даже в самые мрачные дни, когда ты думал, что твои грехи забрали тебя от меня. Все бросили тебя, некоторые критиковали тебя, принижали, ранили твою душу, говорили о тебе словами неудачи. Они пытались проклясть тебя, они хотели уничтожить тебя,
они пытались украсть твое благословение. Вы чувствовали себя погруженными в воду, вы думали, что умрете. Но, как я делал всегда, я сделаю это снова. Я приблизился к тебе с пониманием, благодатью, любовью, прощением и нежностью, и снова из гроба от отчаяния воскресил тебя. Не сомневайся, не падай в обморок, провозгласи своими устами, что ты будешь доверять мне несмотря ни на что, несмотря ни на что. Ты навсегда одержишь победу во всех своих путях. Я очень люблю тебя, не волнуйся, чудеса уже в пути, сын мой. Придет время, когда вы вернете многие утраченные вещи. Вы будете свидетельствовать, что для вашего Бога нет ничего невозможного. Твоя судьба в моих руках, и только в моих руках я заставлю тебя процветать даже на засушливой почве. В том месте, где все жалуются на недостаток и нужду, где другие теряют надежду. Но ты, дорогое дитя моего сердца, именно в этом месте ты укрепишься. Твои мечты возродятся и обязательно приведут тебя к успеху, сынок. Все, что было сделано, чтобы уничтожить тебя, я преобразовал, чтобы преодолеть то, что сегодня кажется огромным испытанием. Завтра будет огромное свидетельство, великое чудо уже на горизонте. Ваша молитва была услышана, то, что я хочу дать вам, намного превосходит то, о чем вы просили, верьте, я удивлю вас невообразимыми чудесами. Поверьте мне, даже если вы не можете ясно видеть свою судьбу. Неважно, как глубоко ты упал, моя рука здесь, чтобы поднять тебя. Иногда я могу показаться молчаливым, но я никогда не отсутствую. Моя рука будет держать тебя до твоей окончательной победы. Мои времена идеальны, наслаждайтесь, пришло время действовать. Если я скажу тебе идти, иди, если я скажу тебе встать, вставай, если я объявляю вас победителем, откройте свое сердце тому, что я говорю, и не держитесь за ошибки и грехи прошлого. Прошлое осталось позади, смотри, я изменил твою жизнь, я преобразил тебя полностью. Ты уже не тот, твое будущее в моих руках, в моем присутствии ты будешь в безопасности и защищен. Поэтому я еще раз говорю вам, не бойтесь, провозгласите теперь своими устами, что вы верите в меня. Наступает время великих благословений для вашей семьи и для вас. Вы сохранили веру, остаетесь стойкими, и я с нетерпением жду возможности благословить вас. Теперь вы готовы получить все чудеса, которые я приготовил специально для вас. Я также желаю, чтобы твои трудные дни остались в прошлом, чтобы ты избавился от этого чувства неудачи. Слушайте внимательно, ни один из моих детей не является и никогда не будет неудачником. Я их люблю, забочусь о них, готовлю и поправляю, если они упадут, ловлю. Если они терпят неудачу, они сообщают мне о своих ошибках, просят прощения, и я прощаю их с бесконечной любовью и терпением. Они поднимаются, отряхиваются и идут вперед с верой в мое слово и взглядом, устремленным на награду. Мои сыновья и дочери могут совершать ошибки, но у них есть смирение и смелость признать свои неудачи, получить мое прощение и отпустить все чувства поражения и вины. Вы никогда не были неудачниками. Враг знает вашу неуверенность и воспользовался этим, чтобы украсть и причинить вам вред.
но все, что у тебя украли, я верну. Желаю тебе прожить жизнь эмоциональной свободы, перестать винить себя за прошлое, не наказывать себя, а отказывая себе в возможности победить. Желаю тебе еще больше возрасти в своей вере и научиться еще больше зависеть от меня. Я призываю тебя сделать то, что кажется невозможным, потому что, дорогой сын, дорогая дочь, я выбрал тебя, чтобы ты был каналом благословений для всех, кого ты любишь. Поэтому вы не можете оставаться в застое. Ты поднимешься, тебе придется преодолеть все воображаемые ограничения, которые ты на себя наложил, и просто принять, что ты мне дорог. Борьба, с которой вы столкнулись в прошлом, заставила вас жить в эмоциональных страданиях, но это в прошлом. Твоя душа была сломлена, твой дух был сломлен, но ты усвоил уроки. Сегодня вы умеете принимать мудрые решения, выбирать настоящую дружбу и идете по пути, который я проложил для вас, готовый добиться успеха и войти в новую фазу сверхъестественных чудес. Благословения, которые будут на вашем пути, наполнят вас верой, силой и радостью. Примите их. Они все ваши. Я снова подниму тебя и продолжу благословлять тебя. Я исцеляю вас и укрепляю вас, чтобы вы могли полностью оправиться от всего, через что вам пришлось пройти. Я поражен твоим выздоровлением. Ты видишь, как обращение ко мне помогло тебе. Драгоценные минуты, которые ты посвящаешь мне каждый день, твои молитвы были подобны сладким ароматам, достигавшим моего трона. Ваша преданность тронула мое сердце, и сегодня я говорю вам, что вы не только любимы, но и ценны для меня. Своей преданностью и смирением вы построили между нами прочный мост, и в этом священном пространстве я творю чудеса, которые превосходят ваши ожидания. Я Бог, превращающий слезы в смех и испытания в свидетельство. Ты пережил одиночество, критику и унижение, но в каждый из этих моментов я был с тобой, поддерживая тебя и вытаскивая из ямы отчаяния. Теперь я приглашаю вас оставить страх позади и смело заявить о своем доверии ко мне, поскольку вам суждено одержать победу на всех ваших путях. Пришло время восстановления, и понесенные потери будут с лихвой возмещены. Семя, которое, казалось, упало на бесплодную почву, расцветет с буйством, которое удивит всех вокруг. В местах, где другие видят недостаток и нужду, я буду способствовать вашему процветанию, которое можно приписать только моей божественной руке. Среди проблем и очевидных ограничений вы станете сильнее и обретите возрождение своей мечты. То, что враг пытался использовать, чтобы уничтожить вас, я превращу в свидетельство моей верности и силы. Ваша вера, проверенная в горниле невзгод, станет маяком надежды для тех, кто все еще борется во тьме. Ваша молитва не только была услышана, но я удивлю вас чудесами, которые превзойдут любые ваши ожидания. Мое желание дать тебе гораздо больше, чем ты просил, потому что моя любовь к тебе неисчерпаема. Даже если ты не можешь ясно видеть свою судьбу, я прошу тебя довериться мне. Моя рука будет поддерживать тебя на каждом шагу, даже в те моменты, когда кажется, что я молчу. Не бойтесь, пришло время действовать. Если я скажу тебе идти, иди, если я скажу тебе встать, вставай. Я провозглашаю вашу победу,
и призываю вас открыть свое сердце моим словам, отбросив ошибки и грехи прошлого. Прошлое больше не имеет над вами власти. Я изменил твою жизнь, я полностью преобразил тебя. В моем присутствии ты новое существо, и твое будущее в моих руках. Ни один из моих детей не неудачник. Даже если враг попытается украсть и навредить, все, что было взято, вернется с избытком. Я освобождаю вас от чувства вины и самокритики. Вас любят, о вас заботятся, готовят и исправляют с бесконечной любовью. Если ты упадешь, я подниму тебя. Если вы потерпите неудачу, я прощу вас и призываю двигаться вперед с верой и решимостью. Ваша жизнь станет источником благословений для тех, кого вы любите. Не позволяйте себе застаиваться, встаньте и преодолейте воображаемые ограничения, которые вы наложили на себя. Вы драгоценны для меня, и я призываю вас принять свою ценность и принять истину о том, что вам суждено добиться успеха и стать каналом благословения для других. Благословения, которые ждут вас на пути, это божественный дар для вас. Примите их с благодарностью и радостью, ибо они – проявление моей любви и моего совершенного плана для вашей жизни. Я снова подниму тебя, исцелю твои раны и укреплю тебя, чтобы ты мог полностью выздороветь. Удивляйтесь своему собственному выздоровлению и продолжайте посвящать мне эти драгоценные минуты в молитве, потому что в этом общении мы продолжим строить связь, которую не смогут разорвать никакие невзгоды. Ваши заботы, отданные в мои руки, бесценные сокровища, которые я превращу в великие благословения. Если я подниму тебя, ты не упадешь, и если я поддержу тебя, ты останешься стоять. Я нужен тебе каждый день, и это прекрасно. Меня не беспокоит, что вы приходите ко мне со своими трудностями и слабостями, своими искушениями и ситуациями, которые вы пережили. Я твой Создатель, я знаю тебя полностью и знаю все, с чем тебе придется столкнуться. Задумывался ли ты когда-нибудь, моя дорогая, почему с тобой произошло так много всего? Сейчас я открою это вам, показав все победы, которых вы уже достигли. Вы уникально наделены этим жгучим желанием не следовать за толпой. Вот как я тебя воспитал. И это, сын мой, дочь моя, вызвало отторжение со стороны тех, кто почувствовал на тебе силу моей могучей руки. Некоторые ненавидели тебя без причины, но теперь ты все ясно понимаешь. Многие не осознали вашу ценность, потому что вы просто не принадлежите их миру. Я выбрал тебя еще до того, как была создана Вселенная. Вы здесь по божественной причине. Некоторые презирали вас, заставляли страдать, пытались уничтожить вас, убеждали, что вы не заслуживаете ни успеха, ни радости. Но пришло время вашей победы и исцеления. Ваши враги потеряют силу, когда станут свидетелями вашего возвышения. Теперь пришло время оставить позади все плохое, сожаление и давление, чтобы угодить всем. Ты мой сын, моя дочь, достойная, потому что моя кровь очистила твои грехи, и я преобразил твое сердце, и ты всегда будешь иметь право на мою безоговорочную привязанность, потому что я глубоко люблю тебя и всегда буду с тобой. Я не передумаю, приму этот подарок всем сердцем. Сегодня я хочу сказать вам нечто особенное.
прошу вас выслушать меня внимательно, не уходите. Не игнорируйте эти слова, которые идут вам во благо. Я сильно люблю тебя и желаю всегда окружать тебя большой любовью, наполняя священным утешением, чтобы даже в испытаниях ты чувствовал себя защищенным, исправленным, благословенным и чрезвычайно любимым. Но поскольку ты живешь в моем сердце, мне нужно сказать тебе кое-что важное для исцеления твоего внутреннего «я». Я хочу, чтобы вы знали о чудесных вещах, которые я сделаю. Для меня нет ничего невозможного в это драгоценное время, пока ты меня знаешь. Ты осознал, понял и поверил, что слово мое истина и будет исполнено, а оно никогда не подведет. Но есть что-то, что терпит неудачу, и я показываю это вам не для того, чтобы обескуражить вас или заставить сдаться. Я говорю это потому, что если вы слушаете меня и подчиняетесь мне, ваши благословения умножатся в геометрической прогрессии. Примите эти слова, если хотите, чтобы двери и окна небесные открылись и открылся мост в божественный и сверхъестественный мир. Вам необходимо изгнать из своего сердца все жалобы и негатив. Я очень ценю вашу веру, но не позволяйте жалобам ослабить ее. Не держитесь за негативные чувства и пессимистические мысли, поскольку они могут вырасти, и когда вы меньше всего этого ожидаете, ваша чудесная вера может исчезнуть. Устраните жалобы из своих уст. Держитесь подальше от дружбы, которая приносит раздоры, сомнения и конфронтацию. Ищите мудрых друзей и решите сегодня, поверите ли вы мне или отвергнете грядущие позитивные изменения и благословения. Если ты отбросишь жалобы, выберешь веру, примешь надежду и отвергнешь негатив, небеса, мой сын, моя дочь, откроются для тебя. Если вы считаете, что это сообщение может благословить других людей, прошу вас поставить лайк. Ваш вклад очень важен для нас, чтобы охватить больше людей, которые, как и вы, также нуждаются в том, чтобы их услышали и получили благословение. Поставив лайк сейчас, вы измените ситуацию к лучшему и будете за это глубоко благословлены. Помолитесь со мной. Так Бог Всемогущий Отец, а чудный, по своей бесконечной доброте открыл моему сердцу, что сегодня особенный день заступничества за твоих сыновей и дочерей, находящихся на пороге необычайного времени преображения. Прямо сейчас, о Боже, ты двигаешь горы, ты забираешь из рук несправедливых, эгоистичных, мелочных, амбициозных и безмерно отдаешь благословение в руки этого человека. А возлюбленный Отец, пусть она искренне и радостно живет и дышит этим новым временем, которое начинается сейчас. Господь, посмотри на стойкую веру этого человека. Он прошел через долины глубокой несправедливости, но его вера не поколебалась. Продолжайте молиться, проявляя неустанную настойчивость. А Отец Небесный, пусть эхо моего голоса будет проводником Твоего Святого Духа, посети этого человека в эту самую минуту, успокойся, Боже мой. То сердце, которое было наказано тоской, которое боролось среди гигантских испытаний, да успокоится ты, Боже, тот ум, который представлял себе худшие сценарии. Иди, усмири этот беспокойный и тревожный дух, иди, Отец, укрепляя веру этого чудесного человека. Пусть она будет полностью уверена, что сегодняшняя молитва – это небесный дар,
полностью посвященный ей, пусть она поймет, а Отец, что ей предстоит погрузиться в это славное время преображения. Боже, благослови этого человека полностью, его дух, тело, разум и сердце. Посети, Боже, и Твой дом, пусть этот дом будет тихой гаванью, свободной от интриг, конфликтов, лжи, предательств, зависимостей и вредных привычек. Окружите дом этого человека своими могущественными ангелами, чтобы ни зависть, ни злые стрелы не могли достичь его или ее семьи. Освободив Бога, освободи этого человека от всякого рода зол. Берегите свою личную жизнь, Отец, чтобы рядом с вами оставались только те, кто способствует вашему росту, кто приносит мир и радость в ваше маленькое сердце, кто строит вашу жизнь. Удали, Господи, все препятствия. Также благословите финансовую жизнь этого человека. Пусть эта трансформация, Отец, позволит тебе не только расплатиться с долгами, но расти, двигаться вперед, осуществлять мечты, хранящиеся в твоем сердце, и быть источником благ для всех вокруг. Благослови профессиональную жизнь этих людей, а Боже. Откройте двери, создайте пути, чтобы они могли жить во времена процветания и процветания. В этом священном путешествии веры и преображения мы углубляемся в понимание христианского Бога, божественности, которая направляет наши шаги и наполняет наше сердце надеждой. Принимая и получая предложенные нам слова, мы открываем двери в божественный мир, где присутствие Всевышнего раскрывается во всем своем великолепии. Фигура христианского Бога представлена как существо бесконечной доброты, всемогущество которого проявляется в каждом уголке Вселенной. Этот всемогущий Бог, чудесный по своей сущности, общается с нами через веру, призывая освободить наше сердце от жалоб и негатива. При этом Он предлагает нам установить более глубокую связь, мост к божественному и сверхъестественному. Как сыновья и дочери этого Бога, нас призывают дистанцироваться от дружбы, сеющей раздоры и сомнения, и выбирать вместо этого компанию мудрых друзей. На этом духовном пути жалобы становятся препятствием, которое мы должны преодолеть, бременем, которое мы должны освободить. Выбор веры вместо негатива вызывает открытие небес, раскрывая терпеливо ожидающие благословения. В молитве мы обращаемся к Всемогущему Отцу, признавая Его бесконечную доброту и прося Его божественного вмешательства в нашу жизнь. Этот акт ходатайства соединяет нас с настоящим моментом, когда христианский Бог творит чудеса и устраняет руки неправедных, чтобы принести неизмеримые благословения в нашу жизнь. Это призыв жить и дышать новым временем, которое начинается, несмотря на доли несправедливости, через которые мы прошли. Стойкая вера, которая сохраняется, несмотря на невзгоды, это маяк, который направляет наши шаги. Посреди гигантских испытаний молитва стремится успокоить сердце, наказанное тоской, и успокоить умы, представившие себе худшие сценарии развития событий. Это священное эхо, призывающее Святого Духа укрепить веру и обеспечить уверенность среди неопределенности. В это время славных преобразований и благословения охватывает каждый аспект нашей жизни. От духа до тела, разума и сердца христианский Бог окружает нас своей защитной любовью. Молитва распространяется и на наши дома,
превращая их в безопасное убежище, свободное от интриг, конфликтов и вредных привычек. Под защитой могущественных ангелов наша жизнь и жизнь наших близких защищены от зависти и злых стрел. Свобода от всех видов проклятий – это божественный акт, который позволяет нам уверенно двигаться вперед. В сентиментальной сфере молитва ищет общество тех, кто способствует росту и обеспечивает мир и радость. Финансовая жизнь благословлена, чтобы погасить долги и стать источником благословений для других людей. В профессиональном плане открываются двери и открываются пути к процветанию и развитию. В симфонии веры и преображения христианский Бог раскрывается как архитектор наших судеб, сострадательный руководитель, ведущий нас сквозь тьму к свету. Пусть эти слова, пронизанные надеждой и верой, найдут отклик в каждом сердце, жаждущем божественного прикосновения, приглашая нас принять позитивные перемены и бесчисленные благословения, которые ждут нас на этом духовном пути. И я в Его руках, и мы в безопасности, и нам повезло, и мы охвачены Его любовью. Чего бы доброго вы ни попросили в молитве, я дам вам. И если вы придете ко мне, я благословлю само ваше существо, ваших близких, вашу еду и ваши путешествия, потому что вы доверились мне. Я могу избавить ваше тело от любой болезни, успокоить ваш разум от любых ужасных воспоминаний, облегчить ваши заботы, освободить вас от долгов и осыпать вас благословениями. Представьте себя деревом, которое с самого начала становится сильным и здоровым, с пышными зелеными листьями и хорошими семенами, из которых вырастают другие деревья и больше жизни для всех вокруг вас. Беспокойство о температуре останется в прошлом. Во времена голода ты дашь облегчение угнетенным и утешение тем, кто устал от своих беззаконий. Вы больше не будете беспокоиться и никогда не достигнете плода. Я подарю тебе свое спокойствие и раскрою тебе свои желания. Вы всегда можете верить, что я смогу позаботиться обо всех ваших задачах и воплотить в жизнь все ваши мечты. Что бы ни случилось, вы и ваши близкие всегда будете защищены от неминуемой опасности. Тебя будут защищать мои ангелы, окружающие тебя. Я могу сделать тебя счастливым и умиротворенным, и эта радость будет длиться вечно. Не бойтесь и не беспокойтесь, я буду там с тобой. Вы можете рассчитывать на то, что я помогу вам добиться успеха. Своей прекрасной и прекрасной рукой я могу поддержать тебя. Делай все с великодушием, ибо ты делаешь это для меня. Наградой за ваши усилия может стать высококачественная семейная реликвия. Верьте в меня всей душой и не надейтесь на свою мудрость. Я последую твоему прямому пути после того, как ты наставишь меня во всех путях твоих. Даже если ты умрешь, ты воскреснешь, потому что я – твоя жизнь и воскресение. Тот, кто верит в меня, никогда не умрет. Вот некоторые вещи, которые вы всегда должны помнить. Будьте скромными, добрыми, терпеливыми и терпимыми, никогда не позволяйте никому раздражать вас, никогда не отвечайте гневом и никогда не терпите насилия. Я наделил тебя храброй душой, но я также ожидаю от тебя точности. Помните, я здесь для вас, когда вы снова почувствуете беспокойство.
Все, что вам нужно сделать, это поискать мое лицо. Даже в вашем частном доме моя рука будет на вас, чтобы защитить вас от вреда, обеспечить вашу безопасность и следить за каждым вашим шагом. Пока вы находитесь в дороге, утром первым делом помните, что я, ваш Бог, направляющий вас в правильном направлении, говорящий спокойным тоном. Уверяю вас, не бойся, это я и ты. Я здесь, чтобы помочь вам в любое время. Ваша компания приятна, ты никогда не должен чувствовать себя одиноким. Люди, которые вам завидуют, могут попытаться пристыдить вас, вспоминая ваши прошлые ошибки, но вам следует их игнорировать. Не позволяйте грусти и обиде контролировать ваши повседневные действия. Что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на то, что я останусь рядом с тобой. Что бы ни говорил мне рынок, я никогда не покину вашу сторону. Ты прекрасный и заслуживающий доверия человек, которым я всегда буду восхищаться. Итак, любовь моя, перестань тратить свое время на непродуктивных людей, которые несут чушь и ложь о людях, которых они больше не знают. Ты пытаешься скрыть то, что видишь за завесой любви, мое лицо, мои слова, мою тень, или ты просто один? Моя рука создала волны, облака и горы. Время злых людей может быть ограничено трудолюбием, но их дни никогда не закончатся. Любой может выбирать между бытием и реальным бытием. Я сделал этот выбор очень ясно. Ты ответил с признательностью. Когда я ласкал твое сердце, ты всегда можешь рассчитывать на меня и мои обильные благословения, пока мы находимся в этом вместе. Будьте смелыми и не бойтесь трусов, которые будут тратить время, пытаясь вас раскритиковать. Я забыл свои преступления и простил тебя, а они могут прямо сейчас оказаться в глубинах океана. Я освобождаю ваш разум от тирании и бремени, которое его отягощает. Минуточку, мое дорогое сердце, я могу изменить вашу точку зрения и придать вам больше смелости. Ради моего выживания мне нужно, чтобы ты с энтузиазмом старался изо всех сил. Лучшие преимущества этого интернационала доступны только тем, кто действительно меня созерцает. Держите голову опущенной и сердце открытым, следуя моим словам. Не позволяйте власти развратить вас. Ваш выбор впустить меня в свою жизнь, чтобы вы могли повиноваться моему слову и руководствоваться своей верой, является источником великой радости для небес. Все, что у вас отобрали, я могу восстановить. Ходите с позитивным настроем, твоя судьба в моих руках. Придите сейчас с верой и спросите меня обо всех удивительных вещах, которые есть в вашем сердце. Ваши враги побеждены, и я могу тщательно удовлетворить ваши потребности и предоставить их вам справедливо. Я был свидетелем ваших трудностей и борьбы, даже когда ваши противники воспользовались вами, вы сохраняли самообладание. Ваше желание мести слегка исчезло, и вы сохранили самообладание и спокойствие. В моей власти наказать тех, кто обидел тебя, и ты это знаешь. Подобно тому, как рассвет освещает поле, я могу защитить и укрепить ваше сердце. Когда вы примете это слово, окружающее вас любовью и знанием, мой свет озарит все ваше существо, как дома, так и в офисе.
И я могу дать вам силы противостоять своим страхам и принимать смелые решения в предстоящие дни. Держите свою дверь закрытой для пожирателя и ложных друзей. Приходи и принеси эту фразу, которую я вшиваю в тебя каждое утро. Я даже сам на это соглашусь. Вскоре в этом саду вырастет красивая зелень, прекрасные растения и роскошные кустарники. Поливая его верой и трудом, они поделятся его существованием и его преимуществами со всеми вокруг. Будьте уверены, никто никогда не будет манипулировать вашими эмоциями или обманывать вас, потому что я дарую вам свою мудрость и духовную чувствительность, чтобы помочь вам сосредоточиться, воспринять и различить истину. Позволение вам больше не реагировать на любую ситуацию, на которую влияют другие люди. Мой мир будет возвращен вам, стресс вокруг вас будет снят, они все убегут от тебя. Каждый день посвящайте немного времени мне, уделяйте время и внимание своей семье. Обязательно встречайте их с улыбкой каждое утро. Преодолейте всеобщий гнев, пожалуйста, встретитесь со мной, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Я дам тебе силу сделать это. Никогда не пытайтесь решить проблему, когда вы утомлены, и никогда не приносите проблемы с работы домой. Гнев успокаивается мягкой решимостью, любой ценой избегайте агрессивных выражений и физической конфронтации. Вы не должны пытаться превзойти всех, мне действительно следует осыпать вас новыми благословениями, но я также хочу, чтобы ваши отношения каждый день отражало пыл, любовь, нежность и святость, которые я испытываю к вам. Я больше не хочу, чтобы твои владения были наполнены ругательствами без малейшего оправдания словам, срывающимся с твоих уст. Пусть аромат чистого сердца пронизает каждое пространство, ты не можешь, как святой источник, излить из собственной души чистую воду и воду, загрязненную нечистотами. Молюсь, чтобы аромат гармонии и религиозного спокойствия проник и в ваш дом. Я знаю, что ты не будешь идеальным навсегда, но продолжай пытаться, для вас ничего не поставлено на карту. Обратите пристальное внимание, чтобы слово мое наполнило весь ваш дом. Пусть ваши стены содрогаются от звука ваших наград. Сделайте быстрое фото и добавьте несколько слов поддержки. Пожалуйста, покажите мне, как эта священная фраза преображает вас и ваш дом. Если хочешь сделать меня счастливым, то адаптируйся. Ты восстановишь отношения со всеми, кто тебе дорог, и они с большей вероятностью впустят меня в свои сердца. В какой-то момент они поймут, что я настоящее божество, и это становится чем-то большим, чем просто еженедельная субкультура. Ваш всемогущий Бог здесь, пожалуйста, знай, что моя милость к тебе будет длиться вечно. Я буду твердо защищать людей, которые мне дороги. Я обнимаю тебя, ласкаю изо всех сил, слышать твою любовь ко мне и узнавать свой голос радует мое сердце. К нам обращаются ваши знания и соответствие. Ваша жизнь переживает красивую метаморфозу, и ваша уникальность становится сильнее с каждым днем. Ты тот, кто любит меня и верит в меня, и сколько бы трудностей ты ни пережил сейчас, знай, что я рядом с тобой. Я могу защитить тебя от любой опасности и обеспечить твой триумф. Все, что у тебя отобрали, я исправлю.
Я увеличу твои способности и вознесу тебя к славе. Если ты попросишь меня, я могу переодеть тебя и нанести святое масло на твою голову, и твои раны заживут. Я бросаю ваши проступки в морскую пучину, и вы должны цепляться за это желание в любое время дня и ночи. Когда вы выйдете из дома, я выполню любую искреннюю, органичную и ободряющую вашу просьбу. Вы решили служить мне и доверились мне, и сегодня мы возобновляем наш завет. Работа с вами будет волшебным опытом, ты мне нравишься. Ты дал торжественную клятву моей смерти и воскресения, теперь вы должны убедиться в этом своей решимостью и внимательностью. Не исключено, что вы преодолеете трудности благодаря своей непоколебимой вере и скромному характеру. Я не подведу тебя. Теперь, когда ты мой верный воин, даже несмотря на то, что арена вокруг тебя, кажется, рушится, твое прошлое не определяет твое будущее. Поскольку ты доверял мне и искал убежище в моих руках, ты всегда найдешь безопасное место, когда будешь со мной. Верьте, что моя кровь сможет омыть вас и даровать вам прощение. Живите этой истиной в полной мере, и если вы просто откроете глаза, я смогу провести чудесную операцию, которая очень скоро изменит вашу жизнь. Ты должен понять, что я простил тебя, принять настоящее и забыть прошлое. Сердце твое очистилось и обновлено моей кровью. У вас есть новая перспектива. Погрузитесь в мою священную фразу, позвольте вашим словам быть наполненными ежедневным ободрением и жизненными уроками. Мои обещания и мои законы в ваших мыслях. Выйдите из ямы отчаяния, твое будущее не в опасности. Ты уютно устроился в моих руках, защищенный крылом. Независимо от трудностей, с которыми вы можете столкнуться, я защищу вас. Ваши и без того сильные мысли будут только усиливаться по мере того, как вы будете усваивать эти слова. Избегайте общения с людьми, которые унижают вас своими обидными словами и действиями, и разрывайте связи с теми, кто вас обманывает. Надеюсь, твоя душа останется здоровой. У меня есть будущее, свободное от печали и отчаяния, полное процветания и радости для тебя. Я смогу любить тебя и заботиться о тебе всем сердцем, если ты поставишь меня на первое место и коронуешь меня королем своего сердца, не обращая внимания на мнение других. Я могу проявлять твою любовь каждый день. Ваши испытания подходят к концу, и ваш штурм сегодня пройдет. Ничто не находится за пределами моей досягаемости, потому что моя любовь не знает границ. Сегодня новый день, и отныне у вас будут лучшие возможности и преимущества, множество возможностей, прекрасное общение и обильные благословения. Возможно, вам больше не нужно беспокоиться о деньгах. Все, что у вас есть, включая ваши молитвы, работу и усилия, может быть обильно благословлено мной. Обещание придает ценность моему приговору, будьте уверены, оно будет завершено. Ты всегда можешь рассчитывать на то, что я буду рядом с тобой, какими бы плохими ни были дела. Вы всегда можете рассчитывать на то, что я буду рядом, когда я вам больше всего нужен, обеспечив защиту и комфорт. Я покажу тебе путь праведности, и ты не собьешься с пути. Я способен наполнить вас ослепительным и вечным спокойствием.
Когда я буду в центре твоих мыслей, твоя радость будет заразительна, и ты сможешь оценить великолепие жизни. Тебе больше не придется терпеть агонию, доводившую тебя до слез, потому что я могу рассмешить тебя. Мои благословения вам никогда не закончатся. У тебя есть моя вечная любовь, и я здесь для тебя. Спроси меня о добрых и святых вещах, которые ты ценишь, и если ты скажешь мне, чего хочешь, я смогу исполнить твои молитвы. Помимо процветания в вашей жизни, я также благословлю вас свободой и спокойствием. Я буду держать свои обещания и свои заповеди всегда присутствующими и сосредоточенными в ваших мыслях, чтобы ничто не могло застать вас врасплох или помешать вам хорошо выспаться ночью. Ничто и никто на этой планете не может предложить такой чудесный мир, который могу предложить я. Я обратил пристальное внимание на ваши молитвы и просьбы, и я также слышал их жалобы и молитвы о прощении. Но должен сказать, это очень трогательно, когда ты находишь в себе силы поблагодарить меня, даже когда сталкиваешься с таким количеством проблем. Помимо того, что вы просили бороться с тем методом, который причинял вам столько боли и мешал спать, вы уже через многое прошли. В разгар вашей борьбы вы подняли руки, чтобы сказать мне: «Отец, я люблю тебя, и я рад, что вы усердно работали над укреплением своей веры. Я благодарен за всех, даже если я этого не вижу, ты точно знаешь, что делаешь. Я доверяю тебе и знаю, что все взаимосвязано. Когда я смотрю, как слезы текут по твоему лицу, я знаю, что ты говоришь правду, и это меня глубоко трогает. У тебя есть глубокое убеждение, что я исполню все твои желания. Ваша признательность и искренность для меня ощутимы. Продолжается, ваш успех уже у дверей. Засушливые долины в вашей жизни могут расцвести, а ресурсы, которые, как вы считали, исчезли, могут быть возрождены и возвращены вам в большем изобилии, чем раньше. Оставайтесь верными себе и не обманывайтесь ложью врага, вы знаете их тактику. Моя способность благословлять вас непоколебима, независимо от того, как вы себя чувствуете. Не теряйте надежду, если возникнут трудности, я смогу их разрешить, если вы мне расскажете, в чем они заключаются. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь, я послал своих ангелов-хранителей защитить вас, чтобы вы могли жить в надежде и мире. Я понимаю, вы знакомы с этим, так что запомните эти строки, и, возможно, вы наберетесь сил, чтобы победить своих врагов. Они в ужасе убегут, как только поймут, что я тебя использую. Вы нашли правильное стадо, придерживайтесь курса и избегайте бесцельных перелетов из одного региона в другой. Оставайся внутри непроницаемого щита, который я тебе предлагаю, вы не должны игнорировать мою поправку. Обратите пристальное внимание на мои сообщения, пожалуйста, просто сосредоточься на мне. Не позволяйте радости наполнять ваше сердце, как и мне, вам нужно быть спокойным и скромным. Пришло время подняться над пеплом наших религиозно мотивированных прошлых ошибок и двигаться вперед. Я, твой Небесный Отец, выбрал тебя в наследство моего королевства, так что перестань прятаться и начни согреваться в хороших вещах, которые вот-вот произойдут. Ты понимаешь, что пребывание в моей компании приносит ощущение спокойствия и силы.
Вы обратили пристальное внимание на мои заверения, теперь продемонстрируйте свою веру в них, твердо стоя и лицом к лицу встречая любые трудности. Я Бог, который видит все, я контролирую ситуацию, и мой Святой Дух направляет вас и укрепляет вас моим нежным словом. Я могу осыпать благословениями ваш дом и семью, позволяя вам пожинать плоды своего труда. Когда придет время, эти выражения будут вам знакомы, если вы их услышите. Среди отголосков ваших искренних молитв играет божественная симфония, гармонирующая с мелодией вашей веры. Когда вы управляете сложным танцем жизни, ваша преданность делу и благодарность находят отклик в небесных залах. Его признание борьбы и боли в сочетании с выражением благодарности образуют гобелен, сотканный из нитей искренности. Мое внимание привлекают не только просьбы об облегчении, но и моменты, когда посреди невзгод находишь в себе силы сказать слова признательности и любви. Ваше путешествие, хотя и скрытое от ваших глаз, разворачивается в рамках космического проекта, объединяющего все сущее. Сложная игра ваших решений и задач создает более грандиозное повествование, в котором каждая пролитая слеза становится нотой небесной баллады. Его непоколебимая вера в реализацию своих желаний рисует яркий портрет, и в мазках его убежденности рождаются чудеса. Продолжайте идти по пути, который вы проложили перед собой, ибо за завесой скорби лежит дверь триумфа. В засушливых долинах существования, где, кажется, господствует отчаяние, ожидайте расцвета надежды и возрождения ресурсов, которые вы считали потерянными. Симфония вашей веры найдет отклик, превратив бесплодные ландшафты в цветущие сады. Остерегайтесь злонамеренных нашептываний противника, их обманчивые повествования стремятся ввести в заблуждение тех, кто серьезно ищет света. Вы, однако, распознаете их уловки и остаетесь бдительными в отношении их иллюзий. Моя доброжелательность непоколебима, это источник благодати, который течет независимо от эмоциональных бурь, которые могут бушевать над вами. Даже в минуты усталости не теряй надежды, ведь я решаю трудности. Сообщите о своих опасениях, и я осветлю путь к решению. Ангелы-хранители, которых я послал, стоят как стражи, их небесные крылья защищают вас от бурь отчаяния. Дышите глубоко и найдите утешение, зная, что вы окутаны божественными объятиями, несущими надежду и спокойствие. Помните стихи, запечатленные в вашем сердце, поскольку именно в них заключена сила победить ваших противников. Станьте свидетелем шаткого отступления ваших врагов, когда они осознают божественную силу, действующую через вас. Целенаправленно ориентируйтесь по потокам жизни, избегая бесцельных полетов, которые приводят к замешательству. Оставайтесь внутри неприступного щита, который я предоставляю, обращая внимание на мягкие исправления, которые ведут вас к духовному росту. Пусть радость будет умерена смирением, ибо, как и я, вы призваны олицетворить добродушный дух, излучающий изящество и скромность. Приближается рассвет новой эры, призывающий вас преодолеть остатки религиозно мотивированных ошибок. Как твой Небесный Отец, я избрал тебя, чтобы ты унаследовал царство, полное обещаний и изобилия. Прекратите тайные странствия и примите неминуемые благословения,
которые ждут вас. Почувствуйте успокаивающее объятие и непоколебимую силу, которые сопровождают мое присутствие. Оставайтесь решительными, поскольку заверения, которые я дал, требуют проявления через непоколебимую веру и мужественное противостояние жизненным вызовам. Вот я всеведущий Бог, наблюдающий за всем существованием. Моя суверенная рука управляет космическим танцем, а Святой Дух, нежный наставник, укрепляет ваш дух божественными декларациями. В своем доме и среди своей семьи ожидайте каскада благословений, исходящих из источников вашей преданности делу. Ознакомьтесь с языком этих выражений, ибо, когда наступит подходящий момент, их резонанс найдет отклик в симфонии вашей жизни. И прямо сейчас, о Боже, благослови отношения и семью этого человека. Пусть в этом доме будет гармония, понимание, любовь, дружба и уважение, о Боже. Я знаю, что молюсь за людей, которым предстоит пережить эту невероятную трансформацию. Я смотрю в глаза душ, которым предстоит рассказать замечательные истории в грядущие дни. Итак, действуй, о Боже, изо всех сил и заставь этого человека прямо сейчас отправиться в этот путь трансформации, благословений, роста, побед и чудес. Ваше чудо находится всего в нескольких шагах веры. В твои руки я передам ответ на ту потребность, о которой ты так плакала. Решение ваших проблем очень близко. Чувство безопасности наполнит вашу грудь и никогда не покинет вас. Вы почувствуете себя легким, как птица, желающим взлететь высоко. Вам больше не захочется тусоваться с людьми, которые постоянно над вами смеются, вы больше не будете продолжать пытаться угодить всем. Первое место в твоей жизни и в твоем сердце